Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртү программасы. Ишемби күнү саат 9-дан 9:30 чейин. Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Дүйнө дүбүртү программасын угуп атасыңар. Бүгүн талкуулаган тема орус тилинде өтөт. Здравствуйте, уважаемые радио и телеслушатели. Сегодня тема, которая будет обсуждаться в программе «Дүйнө дүбүртү», это роль Европейского Союза в регионе Центральной Азии, новая стратегия Европейского Союза в Центральной Азии, приезд Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини в Центральноазиатский регион и в Кыргызстан, и Самаркандская встреча по международной безопасности и обеспечению Центральной Азии. В гостях программы временный поверенный в делах Европейского Союза в Кыргызстане Яапора. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы откликнулись, и мы сегодня будем поднимать этот вопрос. Эта тема очень активно обсуждается последние 2 недели в экспертном сообществе, в средствах массовой информации СНГ и мира, и все говорят о том, что Европейский Союз сегодня совершенно новую стратегию разрабатывает в Центральной Азии, и это отразится в будущем на весь Центральноазиатский регион. Исходя из этого, у меня к вам первый вопрос. Как вы видите сегодня Европейский Союз в Центральной Азии, приезд Могерини, там программа ВСП+, касающаяся безопасности и, конечно, этот формат знаменитый Европейский Союз плюс 5 стран Центральной Азии. Пожалуйста. Спасибо. Во-первых, я рад вернуться в вашу студию. Я был также весной, когда мы обсудили детально программы ЕС в Кыргызстане. И после этого были новые события. Я очень рад, что отношения между ЕС и Кыргызстаном и Центральной Азией стремительно развивались в этом году. И как-то кульминацией этого были события в ноябре, приезд Верховного представителя Федерика Могерини в Кыргызстан, и потом встреча министров иностранных дел ЕС и 5 стран Центральной Азии в Самарканде. И я бы начинал о приезде, о визите Федерика Могерини в Кыргызстан, где она была 9 ноября. И это был очень важный визит для нас и также, я думаю, для Кыргызстана, потому что представитель ЕС такого ранга несколько лет не посещал Кыргызстан. Это первый раз после многих лет. И она могла встретиться с руководством страны, с президентом Атамбаевым, также с избранным президентом Жээнбековым и премьер-министром Сапаром Исаковым. И мы могли обсудить всю повестку дня ЕС и Кыргызстана, актуальные проблемы сотрудничества и планы для будущего. Приезд госпожи Могерини случилось месяц после выборов в Кыргызстане. И, во-первых, госпожа Могерини поздравила своих коллег в Кыргызстане, президента Атамбаева, с успешным проведением выборов. Потому что выборы были конкурентные, свободные и хорошо организованы. И произойдет конституционный переход власти от одного избранного президента к другому. И это в общем плане усиливает демократические процессы в стране. Конечно, выборы не были без проблем. Также обозревательная миссия ОБСЕ ПТИЧ также имела свои замечания.
И госпожа Могарини также сказала своим партнерам в Кыргызстане, что мы ожидаем, что эти замечания примут во внимание и выборный процесс будет еще развиваться и улучшаться. И, конечно, также было сказано, что после этих выборов мы ожидаем, что повысится стандарт и ожидания того, что касается процессов в Кыргызстане. Один важный момент, который также озвучала госпожа Могарини, что в октябре, 9 октября, Совет Европейского Союза принял решение начинать договор о новом всеобъемлющем, начинать переговоры о новом договоре между ЕС и Кыргызстаном, который будет заменить договор, который вошел в силу в 1999 году. Этот договор будет касаться всех аспектов сотрудничества ЕС и Кыргызстана. И там мы будем идентифицировать стратегические цели сотрудничества. И этот процесс уже начинается, наверное, переговоры начинаются, наверное, уже в декабре. Это будет довольно долгосрочный процесс, но это значит, что диалог между Кыргызстаном и ЕС усиливается, будет больше внимания на Кыргызстан, и это в итоге влияет позитивно на наши отношения, не только политические, но мы надеемся на экономические тоже, что да? И на экономические. Так что первое, которое обсудили госпожа Могарини, президент Атамбаев, представители Кыргызстана, это политический процесс сотрудничества в общем плане. После этого, конечно, мы обсудили также программу развития в Кыргызстане и экономическое сотрудничество. И представители Кыргызстана выразили свою высокую оценку на сотрудничество ЕС в Кыргызстане, где мы действуем в некоторых ключевых секторах, и также свои ожидания на будущее. И для Кыргызстана и также для нас важно, чтобы экономическое сотрудничество стало более тесным. Было более инвестиций ЕС в Кыргызстане, больше экспорта Кыргызстана в ЕС, экспорта из ЕС в Кыргызстан и так далее. Сейчас ежегодный товарооборот ЕС и Кыргызстана где-то около 300 миллионов евро. И из этого экспорт из Кыргызстана в ЕС 75 миллионов ежегодно, евро. Это много или мало, вот если вот так брать? Если 300 миллионов на весь регион? Этого довольно мало, я бы сказал. Это довольно скромное число, потому что общий товарооборот между ЕС и Центральной Азией, 5 стран, это 22,5 миллиардов евро. Да? Там самый большой партнер ваш сосед Казахстан. Ну, это там энергоресурсы, да? Да, есть, но, конечно, там даже товарооборот ЕС, Казахстан, там ЕС в минусе. Больше экспорта из Казахстана в ЕС, чем наоборот. Отрицательное сальдо, да, получается? А вот ВСП+, как помогает вот увеличение? Она поможет увеличить с 75 до хотя бы до 200-300 миллионов евро? На ВСП+, конечно, один из целей есть диверсификация экспорта Кыргызстана.
ЕС, как, наверное, не все знают, но ЕС это программа, у которой две цели. Помогать развитию экономики Кыргызстана и диверсификации, а с другой стороны помогать развитию прав человека, потому что ВСП плюс дано Кыргызстану, потому что Кыргызстан решил осуществлять важные международные конвенции по правам человека. И так что это такая двухсторонняя программа. Взаимосвязано. Да. Это какой-то вариант европейского стимулирования, да, Кыргызстана, чтобы он развивался. Да? Правильно. И сейчас в мире есть 9 стран, у которых есть такая возможность. И в экономическом плане это значит, что 2/3 и всех категорий продукции можно экспортировать из Кыргызстана в ЕС без пошлин. Но сейчас, как я сказал, экспорт из ЕС в Кыргызстан, из Кыргызстана в ЕС где-то 75 миллионов евро в год. И от этого только 4% идет в рамках ВСП+. Это, конечно, это довольно скромно. И это отметили также представители Кыргызстана, например, премьер-министр Сапар Исаков и госпожа Могерини, и премьер обсудили, как можно повысить и стимулировать вот эту долю экспорта в рамках ЕС. Увеличить с 4%, да? А что мешает? Вот почему такая маленькая процент? Это что? Отсутствие лабораторий, санитарных норм, фито, ну вот то, что мы знаем, или есть что-то другое? Но там есть разные причины. Во-первых, Кыргызстан находится довольно далеко от ЕС. Географически, да? Да, в географическом плане, так что логистика экспорта в ЕС сложная, да? Довольно сложная. Но это можно преодолеть. Например, если отправить в ЕС продукцию, которая сохраняется на долгий период. Не 3 дня, а там несколько месяцев. Законсервировано или как-то сделано так, чтобы она дольше хранения было, да, у нее срок годности. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это стандарты и требования ЕС, и также сертификаты ЕС, которые экспортер должен иметь. И там, я думаю, кыргызские производители развиваются, но есть еще много работы в этом плане. Одной проблемой является также недостаточное количество лабораторий, где можно получить эти сертификаты. Но не всегда эта проблема не в том, чтобы лаборатории не существует, просто вопрос о том, как она работает, какие там есть возможности, и как вся эта работа организована. Чтобы он соответствовал европейским стандартам качества, да? После этого еще есть вопрос, например, о документации, потому что даже из продукции, которую можно ввести в ЕС в рамках ВСП+, только половина ввозится в рамках ВСП+. Значит, другая половина экспортеров, они не знают или не умеют пользоваться этой возможностью. То есть тоже информировать надо, да, их, чтобы они получали информацию об этом? Да, это информация, это очень важный аспект. И потом, конечно, в общем, конкурентоспособность производителей, какую продукцию вообще отправить в ЕС, какая более перспективная продукция. И есть интерес в бизнес-сферах Кыргызстана, чтобы более тесно работать над этим вопросом. Вот то, что вы сказали, господин посол, это интересно то, что сейчас, когда у нас очень такие острые кыргызско-казахские отношения, когда у нас транзитные пути фактически перекрыты, здесь возникает вопрос, то, что вы говорили о диверсификации экономики.
И президент Кыргызстана, выступая, он говорил всегда, что вот нужно диверсифицировать экономику, найти новые транзитные пути для того, чтобы страна была независима от таких вот политических или там, экономических каких-нибудь протекционистских мер. Поэтому здесь я думаю, что сейчас новое правительство Кыргызстана, оно будет работать в этом направлении, потому что это уже вопрос не просто там далекого будущего, а это вопрос сегодняшнего дня, он очень актуальный для нашей страны, для того, чтобы мы могли на качественный, хороший уровень выйти на взаимоотношениях с Европейским Союзом. У меня к вам такой вопрос. Вот, что делать сейчас вот в политической сфере между Кыргызстаном и Европейским Союзом? Вот на какой-то мы новый уровень вышли? Знаете, у нас очень стремительно развивались отношения в течение последних лет. Между ЕС и Кыргызстаном есть регулярный диалог на политическом уровне, ежегодные встречи министров иностранных дел, там также диалог по правам человека, есть сотрудничество по экономическим вопросам, но также поддержка ЕС к развитию Кыргызстана в нескольких ключевых секторах. И одна из самых важных секторов тоже для вот этого года это вопросы верховенства права. И, например, в этом году провели выборы в Кыргызстане, а ЕС поддержает проведение выборной реформы в стране. И мы в прошлом году подписали договор о финансировании на сумму 13 миллионов евро, которые будут потрачены на выборную реформу в стране. То есть выборное законодательство вы имеете в виду, да? Да, там есть разные вопросы. Например, начиная от того, чтобы улучшить законодательные акты, что касается выборного процесса, также профессиональность персонала, людей, которые занимаются выборами. Выборным процессом, да? Да. Потом, например, важные вопросы, что имеют значение для качества проведения выборов, это список избирателей, чтобы он был в порядке, система жалоб по выборам, это тоже важно, вообще стратегический подход к выборам, доверие, повышение доверия избирателей к выборному процессу. И там есть еще другие вопросы, мониторинг выборов, также помощь Венецианской комиссии в законодательном процессе. Мы это все поддерживаем. И, конечно, мы увидели прогресс в этом году, но, как я уже сказал, надо работать дальше. И также один аспект выборов – это то, что качество выборов зависит не только от того, что происходит на день выборов, потому что день выборов в Кыргызстане прошел довольно удачно, организованно, спокойно, без больших жалоб, пока как мы видели. Но избирательный процесс идет от дня выборов до следующих выборов. И то есть 5 лет, 4-5 лет, да? Это касается, в принципе, плюрализма мнений, свобода слова, как сильные есть политические партии, есть ли парламент независимый от влияния других ветвей власти, и, например, независимость судов, это очень важный аспект. Также свобода слова, как работает медиа, и какой есть политический процесс и диалог между участниками выборов. Например, кончились выборы,
есть политические деятели, которые участвовали, которые получили высокое качество голосов избирателей. И эти голосы не должны быть утрачены. Также во время выборов были напряжения, были также проблемы. И теперь, когда выборы кончились, надо также заниматься вопросом, скажем, примирения или воссоединения страны, чтобы все избиратели чувствовали, что их мнение было учитывано. Это очень серьезная тема, да, тем более учитывая нынешнюю у нас как бы поствыборную ситуацию, здесь как бы актуально очень. Тогда, господин посол, мне к вам такой вопрос. Вот давайте перейдем к региону, как вот большому, да, все-таки приезд Федерики Могерини, он олицетворял собой то, что она, помимо того, что встречалась в Кыргызстане, после поездки, визита в Кыргызстан, она посетила Узбекистан, Самарканд, и приняла участие в международной конференции по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Да? И там же прошла 13-я ежегодная встреча министров иностранных дел в формате Европейский Союз, Центральная Азия. И какие достижения, о чем были вообще разговор? Некоторые эксперты пишут о том, что это была попытка Европейского Союза увеличить свое геополитическое влияние. Об этом пишут российские СМИ. Некоторые пишут о том, что встреча была формальная, то есть никаких достижений не было. Это просто такая вот, как ежегодная, поговорили, приехали, уехали. Вот вы можете из первых рук сказать, что там было и вообще все обсуждалось? Но я могу утвердить, что поездка госпожи Могерини в Самарканд была очень удачной. Самым важным событием там была встреча госпожи Могерини с министром иностранных дел Центральной Азии. Это ежегодный формат, как вы сказали, уже несколько лет. И как сказала госпожа Могерини, после этой встречи сотрудничество ЕС и стран Центральной Азии никогда еще не было на таком уровне, качественном уровне, как сейчас. И там чувствовалась такая новая энергия, новое стремление к сотрудничеству и между странами ЕС, и также и между странами Центральной Азии, да, и также между ЕС и Центральной Азией. И также мы услышали такое, что вот этот формат ЕС Центральная Азия, это также стимулировало и способствовало к сотрудничеству между 5 странами Центральной Азии. Конечно, сейчас идут изменения, например, в Узбекистане стремление изменить во многих аспектах внешнюю и внутреннюю политику, и это также способствовало удаче этой встречи. И в рамках этой встречи обсудились некоторые важные моменты. Во-первых, это безопасность в регионе, во многом связано с ситуацией в Афганистане, потом экономические вопросы, и также будущее сотрудничества ЕС Центральной Азии и выработка новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии. И первый аспект – это ситуация в Афганистане, которая, конечно, влияет в многом также на безопасность стран Центральной Азии. И там все участники выразили готовность, несмотря на трудности в Афганистане, продолжать тесное сотрудничество с Афганистаном, чтобы помочь этой стране и развивать диалог по важным вопросам. Кроме этого, также обсудился вопрос, как работать против насильственного экстремизма, вопросы предотвращения радикализации, терроризма. И там еще был приграничный водными ресурсами, да, управление, да, вопрос поднимался?
Да, это Центральная Азия. Там есть многие вопросы, которые можно решать только совместно. И это, конечно, вопросы природных ресурсов, энергии, но также транспорта, транзита, экономического сотрудничества. И во всех этих аспектах чувствовалась готовность развивать дальше диалог и сотрудничество. Что касается экономических вопросов, там все страны, участники выразили интерес к повышению инвестиций ЕС в стране и также торговли между Центральной Азией и Европейским Союзом. И подведя итоги этой встречи, госпожа Могерини сказала, что Центральная Азия для ЕС все более рассматривается не только как не в главном как партнер развития, но также как партнер в более широком плане инвестиций, торговли, экономических связей и также транспортных связей. Например, Центральная Азия находится на дороге от Европы в Китай. И очень важный аспект, как развивать транспортные связи во всем регионе, чтобы улучшились также возможность связей между Европейским Союзом и Азией, и с Китаем. И это также может помочь, например, к улучшению, повышению торговых связей между Центральной Азией и Европейским Союзом. Тогда такой вопрос все-таки здесь есть данные, да, которые даны, что в Центральной Азии Европейский Союз профинансировал более 110 проектов общим бюджетом около 230 миллионов евро, да? Особое внимание Европейским Союзом уделялось группам населения по предотвращению стихийных бедствий, наводнения, лавины, землетрясения, суровая зима, повышение стандартов домохозяйских институтов, управление, верховенство права, то вы сказали, да? И здесь такой возникает вопрос, появились ли какие-нибудь новые направления Европейского Союза после встречи в Самарканде, по которому будет сотрудничать с странами Центральной Азии? Во-первых, что касается вообще помощи ЕС Центральной Азии, то в период от 2014 по 2020 года в общем итоге ЕС выделяет на всю Центральную Азию 1,2 миллиарда евро. Это включает и двусторонние программы со всеми странами, а также региональные программы. И, например, у нас есть важные региональные платформы, как программа по пограничному сотрудничеству, БОМКа, там есть программа работы против наркотиков, КАДАП, есть региональная платформа верховенства права, платформа образования и платформа по вопросам охраны окружающей среды. Там есть еще сотрудничество в сфере науки, энергетики. Есть Erasmus+ для студентов, то есть образовательные программы, да? Да. И есть также программы инвестиций. Это такой новый, тоже важный аспект, что ЕС сотрудничает, например, с банками, как Европейский банк реконструкции и развития. И тогда
ЕС инвестирует свои суммы на некоторые проекты, а банк инвестирует, банк дает свои долю, да, свою участие, да, в проекте, да? Да, и например, там есть хорошие примеры также в Кыргызстане, как проект обрабатывания отходов, там, мусора. Мусороперерабатывающий завод, да, имеется в виду? В городе. И, например, в Таласе был проект реконструкции водоснабжения. Ну, есть много примеров. Так что это очень То есть обширный, новое, объемное, большое, да? да, обширная сфера развития. Но что фокус сейчас сотрудничества – это развитие экономики, развитие региона, да, всего в целом, да? Чтобы повысилась возможность людей найти работу. Борьба с безработицей, да? Занятость, да? Да. Вот вы мне помогли с этим словом занятость. И чтобы страны смогли своими средствами, например, отреагировать, решить вопросы кризисной ситуации. Да? Ну, это очень важно, кстати, да? Потом последствия нерешенные проблемы занятости, миграция, там, рост радикализации, с этим связано, да? Господин посол, у меня такой вопрос к вам, да? Вот Европейский Союз, это уже признано всеми, будучи самым передовым и успешным проектом региональной интеграции. Ну, в мире больше нету, вот за 20-й и начало 21-го года, это действительно так. В мире уже давно понимают выгоды совместной работы, да, стран над общими задачами. Мы видим, как это Европейский Союз решает сложные задачи, и он двигается. Что бы вы могли вот сказать для Центральной Азии, учитывая, что новый президент Узбекистана Мирзиёев, он одной из своих приоритетных задач, как президента, он сказал, что буду работать с соседями, то есть на двусторонней отношении Центральной Азии. Вот в этом плане как-нибудь Европейский Союз может передать свой опыт или как-то всем Центральной, передает, может быть, чтобы вот эта региональная интеграция, она как бы помогала решать общие задачи. Ну, абсолютно, это один из важных аспектов. Мы всегда готовы делиться своим опытом. И, как вы сказали, Европейский Союз был очень удачным в сфере интеграции, беспрецедентный проект в Европе. И там есть некоторые принципы. Это, во-первых, это интеграция есть добровольно, полностью добровольно, но основой того, что все участники понимают и оценивают эту возможность работать вместе. И мне кажется, что вот также в Центральной Азии есть больше такого понимания, что важные вопросы нужно решать вместе. Но другой вопрос тоже, что интеграция ЕС не значит, что мы будем закрыты тем, которые не входят в ЕС. Это тоже открытое сотрудничество, да, все-таки? Да, что интеграция ЕС это способствует развитию внешней связи, а не наоборот. И вот это тоже очень важный аспект, что интеграция не для того, чтобы создать какую-то закрытую структуру, потому что и в Европе, и в Центральной Азии эти региональные вопросы нельзя решать только между этими странами. Так что открытость во всех направлениях должно остаться. Но, конечно, в Центральной Азии развитие сотрудничества сейчас есть в разных странах на разном уровне готовность участвовать, например. И есть, конечно, многие аспекты, которыми надо заниматься, например, вопрос границ. Это, Андрей, приграничный, да, вопрос, да. Это очень важный вопрос. Как вы можете говорить о интеграции, если границы закрыты, там есть проблемы. Границы для того, чтобы способствовать развитию,
а не препятствовать к этому. Да. Это самый главный принцип. Так что мы, конечно, мы хотели бы видеть, чтобы внедряли также в странах Центральной Азии. Да? Мне тогда такой вам, господин посол, вопрос. Вот как вы думаете, считается так, что сейчас Европейский Союз, он как бы увеличивает свою роль в Центральной Азии, после событий того, что президент США Трамп не выработал свою стратегию в отношении Центральной Азии, и многие эксперты считают, что роль Европейского Союза в будущем будет увеличиваться, потому что Европейский Союз осознал, что те проблемы, которые сейчас есть в Европе, это миграция, рост радикализации общества, терроризм, он напрямую связан, все-таки с регионом Центральной Азии, Ближним Востоком. И они считают, что роль постепенно Европейского Союза будет увеличиваться. Согласны вы с такой точки зрения? Я бы сказал, что внимание ЕС к региону увеличивается. И я очень надеюсь, что это будет продолжаться. Это не значит, неизменно, что роль ЕС увеличивается. Мы, в том смысле, что мы не желаем решать какие-то вопросы за народов Центральной Азии. Что мы можем делать? Мы можем предлагать свой опыт, свои инвестиции, торговлю. И мы думаем, что наш опыт во многом помогает странам ЕС развиваться. И в конечном итоге мы надеемся, что будут намного теснее связи между ЕС и Центральной Азией. Но это не значит, что ЕС имеет какие-то амбиции в геополитическом плане, потому что, знаете, ЕС, это слово геополитика, это не пользует в том смысле, как здесь. ЕС — это организация, которая нацелена на заботу своих граждан и также защита своих интересов в мире, но также к способствованию совместных решений вопросов в мире. И мы понимаем, что в рамках глобализации мы должны тесно работать со всеми партнерами, особенно с партнерами на юге и на востоке от ЕС. Спасибо. К вашим словам, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Фредерика Могерини в Самарканде сказала такую фразу: «Центральная Азия и каждая страна региона – важные партнеры ЕС и останутся в этом в будущем». Сейчас у меня тогда такой последний к вам вопрос. Вы, как представитель Европейского Союза в Кыргызстане, хорошо, прекрасно понимаете, да, нашу ситуацию в Кыргызстане, будущее его. У меня, исходя из этого, такой вопрос. Как вы видите, сейчас часто эксперты после событий на кыргызско-казахской границе и некоторые страны Центральноазиатского региона, представители, говорят о том, что мы должны исповедовать позицию Монголии, то есть третий сосед, политика третьего соседа. И заключается в том, что часть из них говорит, что для Центральной Азии, для Кыргызстана нужен третий сосед в лице Европейского Союза, и что нужно прямая интеграция, более максимально тесные отношения в будущем. Как вы к этому относитесь? Это вообще реально или нет? Мы не имеем общей границы, проблемы транзита, или все-таки глобализация, она восстановит как-то статус-кво? Конечно, это важно обсудить внешнеполитические выборы, и хорошо иметь разные концепции развития. Но есть также реальность. И реальность есть в том, что где мы находимся, какие соседние страны и какая глобальная обстановка. И я думаю, что для всех очень важно и очень хорошо, чтобы были хорошие связи стран Центральной Азии во всех направлениях. Между собой, да, вы имеете? Между собой, но не только между собой, но также с соседями, с Россией, с Китаем, с Ближним Востоком, Ближним другими странами, да? А также с ЕС и, например, с Соединенными Штатами.
И каждый может здесь предлагать свою роль. И ЕС, конечно, поддерживает диверсификацию связей стран Центральной Азии и также также Кыргызстана. И самое главное, что это важно для развития страны, самой страны. Например, для Кыргызстана, чтобы иметь разные каналы для экспорта экономических связей. Транзиты, да? Тем более последнее событие это показало, что это надо, да? А вот еще один, к этому же вопросу, глобальная стратегия ЕС есть, да? Вот какое место занимает Центральная Азия? Там большое, маленькое, или ну она там как бы, так сказать, несерьезная, как вот в этом плане? Ну, знаете, глобальная стратегия ЕС, по-моему, там хорошо также указана роль соседства. И если вы смотрите на ситуацию ЕС, то там есть какие-то разные круги соседства. Там самые близкие соседи, круг, да? Это например, восточные. Во-первых, это кандидаты в членство ЕС, потом идут восточные страны, восточное партнерство, а после этого уже партнеры там, в Северной Африке, в Средиземном регионе, а также партнеры в Азии. И после партнеров, восточных партнеров, уже мы идем в Центральную Азию. Так что Центральная Азия имеет очень важную роль для ЕС, для нашего развития, для нашей безопасности. И чтобы обеспечить нашу безопасность и развитие, нам важно, чтобы этот регион был безопасным, стабильным и развитым. И также, как я сказал, это связи от Европы до Китая, до Тихого океана. Точно. Ну, это же процесс глобализации шире, да? И вот там на дороге уже и есть страны Центральной Азии. То есть роль в глобальной политике есть все-таки довольно большая, да? Мы не являемся как-то там совсем на периферии, но мы где-то в середине, да, получается, в этом процессе, да? Тогда к вам личный вопрос такой. Вот вы все-таки находитесь в Кыргызстане уже долгое время, да? Что вам нравится в Кыргызстане, может быть, в культуре, в традициях, может быть, что такое? Вот можете ответить на это вопрос? Но, знаете, во-первых, мне очень нравятся кыргызские люди, потому что они очень гостеприимны, дружливы, всегда контакт с людьми в Кыргызстане, где бы я ни был, очень хороший. И я вижу здесь, например, здесь очень много молодых людей, и надеюсь, что для них будет будущее хорошим, что они могут получать хорошее образование, они могут остаться в своей стране, там, продолжать учиться, работать. А другое это природа. У вас прекрасная природа. У меня были здесь друзья летом из Эстонии, они говорят, они везде в мире были, и мы поехали на озеро Сонкуль, и они говорят, это лучше, чем в Гималаях. Так что они нигде такого еще не видели, да, вот чудо природы, да, получается? Так что вот это природа и люди, вот это и все. И что еще вам надо, если у вас есть такие ресурсы? То есть будущее. Спасибо на такой ноте. На этом программа «Дюйне д'Убертю» завершилась. Сегодня мы говорили о роли Европейского Союза в регионе Центральной Азии и в Кыргызстане. В гостях программы был временный поверенный в делах Европейского Союза в Кыргызстане господин Яапора. Большое вам спасибо за столь откровенные, содержательные вопросы. Автор и ведущий программы «Дюйне д'Убертю» политолог Эдил Асамбетов. До свидания. До свидания. Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртү программасы. Ишемби күнү саат 9-дан 9:30 чейин.